3% территории занимает особо охраняемые территории. То есть возможно, что это единственный такой район, где расположено очень много особо охраняемых территорий. Это Башкирский заповедник, заповедник Шульган-Таш, национальный парк Башкирия, заказники Алтайсулок и Асипар. Масим-хан объявляет свою волю о том, что кто поймает и убьет этого зверя, он отдает пол свое царство и в придачу свою младшую дочь. Все главы племен одновременно выходят на охоту на этого зверя. Выходит на охоту глава кипчакского племени Бабсакбей и выходит на охоту глава тогда неведомого племени Каракулумбет. Через некоторое время Бабсакбей находит этого зверя, убивает его. Этот зверь оказался львом, отрезает ему правое ухо. И доказательство того, что именно он убил этого зверя, это окровавленное ухо идет показывать Масим-хану. На того же мертвого льва натыкается Каракулумбет, и от большой досады, что не он первым обнаружил зверя, отрезает ему левое ухо, и тоже вот это бескровное ухо идет показывать Масим-хану. Когда Бабсакбей подходит к ставке Масим-хана, там уже вовсе идут приготовления к празднику. То есть на самом деле Каракулумбет спешил и поэтому успел вперед, чем Бабсакбей. И Масим-хан выполняет свою волю, то есть отдает за Каракулумбета свою младшую дочь. Входа в пещеру Шульган-Таш. Первый исследователь, увидев массивный вход в пещеру, прозвали его Палкан. Высота составляет его 18 метров, ширина равно 48 метров. Александр Владимирович Рюмин нашел на стенах этой пещеры наскальную живопись эпохи позднего палеолита. Для своего времени эта находка становится настоящей сенсацией, так как до этого такие изображения были известны только в пещерах Франции и севера Испании. Данная композиция, которая находится перед вами, самая крупная и самая известная. Минеральная краска, в основе которой лежит бурый железняк. Первобытный человек его нагревал на костре. Я хочу представить вам эту уникальную женщину. Она открыла здесь бизнес, угощает чаем гостей, которые приезжают к нам на Шульган-Таш. Ее зовут Самара Апай. Вот. Она пятикратная чемпионка мира по гиревому спорту и двукратная чемпионка Европы по гиревому спорту. Десятикратная республики.
она не искусственным способом, а натуральным образом вырабатывает суты. Они начинают расти отсюда, и потом вот эти вот поперечные палочки, чтобы как бы большие сосульки сотами и медом не падали, они как бы вот на этих палочках держатся. И некоторые бывают сосульки очень большие. Стенки у бурти должны быть довольно толстые, потому что грузинская пчела, ее на зиму не забирают в тепло. Она также в дупле продолжает ночевать. Она сама по себе очень морозостойкая, иммунная система у нее хорошая, болезням как бы мало подвержена, но тем не менее это же все-таки живой организм, чтобы они не замерзали. Это наш один из самых знаменитых, известных бортовиков Исян Аманов Аль-Хамарай. Он работает в заповеднике Шульганташ, потомственный, то есть у него отец занимался, дед занимался. Верхнюю часть печать это убрать, воск, видите, да, убирают они воск. А вот необычных рамки пчелы запечатывают вот так вот воском. Это означает, если запечатан, значит мед зрелый. Под воздействием центробежной силы мед выплескивается на стенки и стекает на дно. И оттуда уже, вот с краника, его в кубы вот такие вот уже скачивают. Это вот чистейший, натуральный, свежий липовый мед этого года.